8 мастачак аб'ядноўваюць не толькі заняткі ў інстытуце трэцяга ўзросту, але і тое, што да нядаўніх часоў малявалі яны толькі ў дзяцінстве. Гавораць, прага да мастацтва была заўсёды, але раней на захапленне не хапала часу. По-настоящему живописью стала заниматься, уйдя на пенсию. Начинали с азов. Постепенно багаж наш накапливался. Мы росли, мы стали пользоваться интернетом, изучать живопись, брать уроки живописи онлайн. Ну и таким образом начали совершенствовать свою технику, изучать разную технику, разные стили, стали глубже интересоваться приемами живописи. Я благодарна Институту третьего возраста за возможность проявить себя уже на пенсии. Все мы разные, но друг от друга мы берем возможность чему-то большему. И на пленэр выехать, и море порисовать, и портреты. У экспазіцыі 80 работ, прадстаўлены розныя віды выяўленчага мастацтва. Тут і жывапіс, і графіка уражваюць яркасцю, чароўнасцю і казачнасцю. Простыя па зместу дазваляюць адчуць усю прыгажосць свету. Неповторимую прелесть этим работам придает то, что авторы этих работ с таким неуемным темпераментом, с такой жаждой жизни относятся к творчеству, что буквально заражают всех. Посмотрите, какие они светлые, какие наполненные солнцем, какие жизнеутверждающие. Аўтары работ, яны ж студэнткі, сцвярджаюць, любові і мастацтву падуладныя ўсе ўзросты. Чалавек заўсёды можа радавацца жыццю, спадзявацца и ствараць прыгожае. В институте третьего возраста учатся очень необычайные студенты. Они большие оптимисты, они очень молоды душой, они очень энергичны. И здесь на этой выставке вы можете посмотреть, насколько у них глубокий, богатый духовный мир, насколько прекрасно то, как они видят его, да, и сколько много людей поддерживают их в этом. Выстава ў мастацкім музеі Брэсцкай крэпасці будзе працаваць да 7 кастрычніка. Уладзіслаў Шарэйка, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».